Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Его цели, его планы. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а между вами тут какое-то противостояние вышло. Вы знаете, вот показал песочек так, что вы люди с очень сильным характером, что вы, что он. Очень независимые, очень самостоятельные. Люди, которые привыкли ставить цели и их добиваться. И у вас прям целое противостояние друг с другом. Вы женщина независимая, авторитетная. Вы четко знаете, понимаете, чего хотите, что нравится, что не нравится, к чему стремитесь. У вас есть свое суждение, свое мнение по каждому вопросу. Вы не привыкли перед кем-то кланяться, расшаркиваться, либо принимать чужое мнение на веру. Да? Вам нужны либо доказательства, вы еще та спорщица. Вам, как говорится, палец в рот не клади. И, кстати, да, по жизни вы привыкли опираться только лишь на себя, на собственные силы, на собственные возможности. Да, конечно, хочется побыть слабой девушкой, чтобы кто-то для вас что-то делал, но вы не склонны доверять, и, конечно же, для вас проще сделать самой. Вот когда вы делаете сама, вы 100% уверены, что все будет хорошо. Вот. Не привыкли, да, не привыкли полагаться, и вам так удобнее, комфортнее, и как меньше головной боли. Мужчина точно такой же, как и вы, только как в мужском обличии. Единственное между вами отличие, вот как я вижу, у него не такой богатый запас прочности, как у вас. Плюс у него голова горячее, чем ваша будет. То есть у вас-то голова горячая, но вы умеете себя вовремя брать в руки. А у него эта опция полностью отсутствует. То есть он может просто сам себя сжигать изнутри. Вот так распаляться, разгораться и потом прогорать очень быстро. А вы себя в руки берете, вы можете себе и отказать, да, в своих желаниях, в своих хотелках. Вы можете даже какую-то паузу себе сделать, сказать, нет, сейчас нет, подумаю там завтра, послезавтра, либо приму решение завтра, послезавтра. То есть есть такое у вас, это сильная ваша черта. Мужчина, конечно, немножечко вам уступает. Но с другой стороны, вот что касается любви и отношений, мужчина, он охотник мне выходит. Охотник, причем охотник очень страстный. Ему нравится, когда женщина сопротивляется. Простите, но скажу так, да, сопротивляется, когда женщину нужно, не знаю, там, добиваться, перед женщиной нужно себя там показывать там, не знаю, во всей красе. Если женщина сразу соглашается, он такой, еще одна звездочка, да, либо еще одно сердечко в мою копилку. И он быстро теряет интерес. Вот вы его зацепили тем, что вы как такая шкатулочка с секретом, да, такая головоломочка. Взорвали вы ему мозг своими суждениями, своим поведением, своим отношением и какими-то своими действиями. Вот он сидит такой несчастный и думает, как же так, да? А что это значило? А я раньше такое не видел, не встречал и даже не слышал. А как мне к этому относиться? Ему хочется вас разгадать, ему хочется, знаете, как заглянуть к вам в душу, вот понять, кто вы есть на самом деле. То есть он чувствует, что вы похожи, что вы вот прям как отражение своя родная, зеркалите. Но с другой стороны, видите, по характеру вы посильнее будете. И его это, конечно, беспокоит. Вот, разгадать он этого не может. Так, еще планы. Планы, конечно, тут вас соблазнить, планы покорить и планы вас куда-то увести, отвести, увести. там, где вы будете вдвоем, и он считает, что это будет хорошо
хорошо, чтобы прокачать свою линию, чтобы вас там и расслабить, я не знаю, уговорить на что-то, покорить вас, да, вот просто сделать вас целиком и полностью своей. Готовьтесь, будет вас куда-то звать, приглашать, причем, знаете, какую-то интригу будет создавать, что это место волшебное, поехали, не пожалеешь. И до конца вам не будет рассказывать, куда он вас везет. Так, на это он, кстати, выделил какую-то сумму денег, либо он собирает эту сумму денег, либо уже выделил из своих денежных запасов, ну, решил потратиться на вас. Это похвально, это хорошо. Думает ли этот мужчина о браке? Ну, я, наверное, вас сейчас разочарую, но в данный период времени это просто, ну, не его мысли, не его желания. То есть он, ну, либо не готов, либо, в принципе, да, относится немножечко, ну, с испугом, наверное, да, к браку, к более серьезным отношениям. Ему хочется любви, ему хочется страсти, ему хочется, чтобы его любили, там, не знаю, там, хвалили, там, восхищались им. Вот этого ему хочется. Сказать, что он хочет жениться, создать семью, нет, это не сейчас, вот, не в данный период времени, когда вы смотрите эту отсыпку. Так, еще этого мужчину очень сильно беспокоит ваше окружение, поскольку человек вы общительный, у вас очень много знакомых, у кого-то из девчонок даже прошлое есть, например, там вы были в браке, вот его это очень беспокоит. Он бы хотел узнать всех и вся, все, как говорится, явки, пароли, лица, принадлежность, на случай того, вот не ошибся ли он, да, там, не отвернетесь ли вы от него, может быть, у вас там запасной есть мужчина. Вот хотел бы этого избежать. У кого-то отыграется, что он будет задавать вам прямые вопросы по поводу вас, вашей жизни, вашего прошлого, а у кого-то отыграется, что мужчина будет шпионить за вами, вот прям шпионить, все разузнавать, узнавать, выявлять, да, он такой. Так, еще здесь у него какой-то коварный план есть насчет вас. Если у вас была интимная близость с этим мужчиной, вы ему показались очень скованной, сдержанной, и, может быть, он как бы не достарался, но он почему-то списал с вас, да, вот вам минус поставил, что вот она была зажатая, и вот так у нас произошло. Ему хочется вас то ли напоить, ну, то ли, может, что-то другое, да, ну, так, чтобы вы немножечко с ума сошли, потеряли над собой контроль. Вот это хочется сделать, либо предложить вам. Видите, какой странный, да? Он не ищет причину в себе, он ищет причину в вас. Цель еще тут одна интересная у него есть. У него вообще цель по жизни вот в сегодняшнем дне – это добиться какого-то максимального успеха, максимально громкого, яркого успеха. Он о себе высокого мнения, и еще кто-то ему об этом говорит. Вот прям в нем это все поддерживает, эту мысль, что ты там самый умный, ты там самый классный, ты там самый красивый, там, где никто в подметке не годится. И вот у него цель добиться этого максимального успеха. Здесь, конечно, немножечко будут страдать ваши отношения, вернее, взаимоотношения с этим мужчиной, потому что он будет отвлекаться на работу, отвлекаться на дела, а у кого-то даже отыграется, что мужчине, ну, буквально тут со дня на день нужно будет куда-то ехать по делам, по работе, может быть, какую-то командировку он уедет. Вот. Цель взять с вас слово, что вы его дождетесь, и цель, знаете, может быть, там через телефон, там, переписку, соцсети вас в себя, ну, влюбить уже, там, как говорится, целиком и полностью. То есть там забрасывать вас какой-то романтикой, какими-то там сладенькими словами, чтобы вы полностью, как говорится, расслабились, влюбились, забылись. И вот когда он вернется победителем, да, из своей этой поездки, командировки, чтобы вы просто как спелое яблочко упали в его руки. Девочки, тут идет совет. Чем сложнее вы будете ему доставаться, чем более вы будете там загадочная, отстраненная, какая-то вот на себе сориентированная, независимая, тем больше он, девочки, будет к вам тянуться, тем больше он будет в вас влюбляться и
ну, буквально там совсем ничего и станет вашим ручным котиком. Такой человек. Знаете, вот кто кого переиграет. Вот идет такое ощущение игры интеллектов, игра между мужчиной и женщиной, да, игра полов, кто кого переиграет. У вас есть фора, я уже вам об этом сказала. Используйте эту фору, чтобы мужчину победить. Смотрите, у кого-то отыграется, что вы таки парой станете. Причем, ну, пара вы очень успешная будете. Потому что вы этого мужчину будете в каких-то моментах сдерживать, а в каких-то, наоборот, подгонять. Вот ему нужен такой сильный человек рядом. Человек на одной волне, но человек, который более, не знаю, трезвомыслящий, либо человек, который умеет контролировать ситуацию. Ведь он этого совершенно не умеет делать. Не стесняйтесь ему давать советы, не стесняйтесь обучать, но это все должно быть в какой-то игровой, доступной форме. Не так, что вы, ах ты дурак, надо делать так и так, а вы ему там какими-то окольными путями доносите информацию, там типа я слышала, а вот ты помнишь, ты говорил, хотел бы сделать так, да, это классная идея, именно так и поступай. Вот. Благодаря вам мужчина очень много вас может добиться. Да и вы тоже, ведь с этим мужчиной наконец-таки сможете немножечко подрасслабиться и понимать, что да, есть человек-партнер, который рядом, который и подстрахует, и поможет, и, как говорится, тыл прикроет. Неплохая вы пара, но вот игра должна состояться. По итогу, да, все будет понятно. Вы должны победить. Вот как хотите. Хотите этого мужчину, хотите любви с этим мужчиной, вы должны победить. Вы должны его переиграть. Если дадите слабину, перед ним тут, как говорится, расплыветесь, на уступки ему пойдете, мужчина начнет быстро терять к вам интерес. К сожалению, показала именно так. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.